Конфликт между Абхазией и Россией начал разворачиваться неожиданно, но с каждым днем обострялся все больше. В начале июня абхазские официальные лица начали делать громкие заявления, в которых подчеркивали, что республика нуждается в пересмотре своих отношений с Российской Федерацией. В Сухуми стали звучать обвинения в адрес Москвы, якобы Россия оказывает чрезмерное давление на внутренние решения, навязывает собственную повестку и вмешивается в кадровую политику. На фоне этого в обществе возникло напряжение. Особенно активизировались националистически настроенные круги, которые стали обвинять Москву в том, что та скупает Абхазию через собственных бизнесменов. На улицах Сухуми прошли первые стихийные митинги, в которых участвовали в основном молодые люди. Они несли плакаты с надписями «Абхазия, для абхазов нет влияния извне» и «Долой кремлевских кураторов». По оценкам местных источников, акции носили спонтанный характер, но власти отреагировали довольно сдержанно. В правительстве заявили, что у народа есть право на выражение мнения, а новые шаги в международной политике будут направлены на укрепление абхазского суверенитета. Внутри элит начались кулуарные обсуждения, нужны ли резкие действия или стоит сохранить баланс. Но обстановка быстро накалялась, и Сухуми начал действовать. Через несколько недель после начала протестов власти Абхазии объявили о проверке законности нахождения иностранных граждан на территории республики, в первую очередь российских. Это вызвало серьезную реакцию в российской диаспоре. Люди, годами проживавшие в Абхазии, получали повестки в иммиграционные службы, где им предлагали в кратчайшие сроки покинуть страну. Ссылались на якобы неправильно оформленные документы, отсутствие регистрации, незаконную предпринимательскую деятельность. Сначала речь шла о нескольких десятках человек, но затем процесс приобрел массовый характер. Особенно пострадали те, кто владел недвижимостью на побережье или управлял туристическим бизнесом. Их бизнесы закрывались, счета блокировались, лицензии отзывались. В России началась информационная волна, центральные телеканалы называли происходящее в Абхазии провокацией, ударом в спину и предательством союзника. МИД России выпустил официальное заявление, в котором призвал Сухуми немедленно прекратить выдворение и уважать права российских граждан. Также была вызвана представительница Абхазии в Москве для жесткой беседы. В ответ в Сухуми заявили, что республика является независимым государством и имеет право сама определять, кого впускать или выдворять со своей территории. На фоне нарастающей напряженности общественные настроения в Абхазии оставались раздвоенными. Одни считали, что это необходимый шаг для демонстрации независимости и взросления республики. Другие же опасались последствий, экономических санкций, прекращения финансирования и даже возможной конфронтации. Однако официальная линия властей не изменилась, курс был задан на ограничение российского присутствия и расширение связей с другими странами. После того, как Сухуми начал выдворять российских граждан, Кремль перешел от слов к действиям. Одним из первых шагов стало немедленное приостановление финансовой помощи, которую Россия оказывала Абхазии в течение многих лет. Эти средства играли ключевую роль в обеспечении работы государственного сектора, финансировании пенсий, зарплат чиновников, строительстве дорог и больниц. После остановки переводов ситуация начала стремительно ухудшаться. Абхазские банки оказались отрезаны от российских финансовых систем, многие бизнесы не смогли рассчитаться с поставщиками, прекратились поставки топлива, электрооборудования и медикаментов. В республике начался экономический коллапс. Цены на продукты питания выросли в 2-3 раза. Местные рынки пустели, предприниматели не могли завозить товар из-за заблокированных логистических цепочек. Владельцы туристического бизнеса оказались в особенно тяжелом положении, россияне массово отменяли бронирование, а местные гостиницы, ранее заполненные под завязку в летний сезон, теперь пустовали. Резко сократился поток туристов, от которого зависело большое количество жителей побережья. Рабочие места исчезали, в городах и поселках увеличилось число безработных. Люди выходили на улицы с требованиями немедленно вернуть нормальные отношения с Россией. На этом фоне внутри страны усилились протестные настроения. Люди обвиняли власти в безрассудных действиях, которые привели к кризису. Оппозиционные депутаты начали публично критиковать правительство, призывая к переговорам с Москвой и восстановлению стратегического партнерства.
Однако президент и его сторонники продолжали отстаивать свою линию, утверждая, что не бывает свободы без жертв, и призывали население к терпению и национальному единству. Несмотря на заявления, ситуация становилась все более тревожной. Кремль тем временем усиливал давление. Россия провела внезапные масштабные военные учения вблизи абхазской границы. На дорогах Южной Осетии, контролируемой пророссийскими силами, появились колонны бронетехники. Российские ВВС начали патрулирование черноморского пространства, в том числе вблизи абхазского побережья. Эти шаги были расценены Сухуми как прямая угроза. В столице усилили меры безопасности, ввели дополнительные патрули и начали скрытную мобилизацию сил безопасности. Путин выступил с официальным заявлением, в котором прямо обвинил руководство Абхазии в разрушении союзнических отношений и создании очага нестабильности на южных рубежах России. Он подчеркнул, что Москва оставляет за собой право защитить русскоязычное население и национальные интересы всеми доступными средствами. Также были введены персональные санкции против ряда абхазских чиновников, им запретили въезд в Россию, их активы были заморожены, а родственники лишены права на пребывание в РФ. Это стало дополнительным ударом по элите Абхазии, многие из представителей которой имели имущество или семьи в России. Внутри самой Абхазии начался раскол. Часть властной верхушки начала тайные переговоры с российскими представителями, опасаясь полного краха. В обществе нарастало напряжение, а между тем на горизонте уже маячила угроза более серьезного конфликта. На фоне углубляющегося экономического и политического кризиса в Абхазии началась открытая борьба внутри правящих кругов. Парламент республики оказался расколот. Часть депутатов настаивала на срочном восстановлении отношений с Россией, утверждая, что дальнейшая изоляция приведет к катастрофе, а другая часть, в основном молодые политики и сторонники независимого курса, продолжала требовать укрепления суверенитета и сближения с другими партнерами, такими как Турция, Иран и даже страны Европы. На улицах городов ситуация становилась все более взрывоопасной. Пророссийские активисты начали проводить свои митинги, требуя отставки правительства, обвиняя его в предательстве национальных интересов и сознательном приведении страны к нищете. В ответ на эти акции сторонники независимости устроили контрдемонстрации. Столкновения между двумя лагерями происходили практически ежедневно. В некоторых районах Сухуми и Гагры зафиксированы случаи насилия, нападений на магазины, жаженые автомобили и даже попытки захвата административных зданий. Полиция не всегда успевала реагировать, а иногда просто отказывалась вмешиваться. В условиях общей неразберихи уровень преступности резко вырос. Власти заявляли, что ситуация под контролем, но очевидно было, что государственный аппарат с трудом справляется с вызовами. Премьер-министр Абхазии подал в отставку, сославшись на невозможность работать в условиях политической нестабильности. Президент республики собрал Совет национальной безопасности, после чего выступил с заявлением о введении частичного чрезвычайного положения. Он призвал граждан к спокойствию и пообещал в кратчайшие сроки стабилизировать обстановку. Тем временем в Москву прибыла неофициальная делегация от оппозиции, которая начала вести переговоры с российскими властями о возможности формирования переходного правительства в случае смены власти. Это только подлило масла в огонь, слухи о вмешательстве Кремля в предстоящие события множились с каждым днем. К началу августа Абхазия оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Международные организации начали направлять в регион гуманитарную помощь, продукты, медикаменты, генераторы и топливо. Волонтеры ООН и Красного Креста развернули пункты питания в пригородах Сухуми и Гудауты. Однако этой помощи было явно недостаточно. Магазины оставались полупустыми, а перебои с электричеством и водой стали регулярными. В сельской местности люди начали покидать свои дома в поисках еды и безопасности. На этом фоне Грузия выступила с неожиданной инициативой, предложением прямого диалога. Тбилиси заявил, что готов рассматривать возможность гуманитарной поддержки Абхазии в обмен на временный контроль над определенными регионами. Это вызвало гнев в Сухуми, но часть населения всерьез задумалась о перспективах. В российской прессе началась новая волна обвинений, теперь абхазское руководство называли агентами Тбилиси. Кремль усилил военную активность у границ, не исключая силового вмешательства.
Путин вновь выступил с жестким заявлением, в котором предупредил, что терпение заканчивается, и Россия оставляет за собой право на защиту. Ситуация оставалась крайне нестабильной. Абхазия, стремясь к независимости, оказалась изолированной и ослабленной. Россия, потеряв надежного союзника на Кавказе, не собиралась оставлять ситуацию без ответа. Мир замер в ожидании, будет ли мирный выход из кризиса или регион вновь окажется в эпицентре вооруженного конфликта, никто не мог предсказать.